Итак, начиная наше мероприятие, несколько слов хотелось бы сказать о курдах. Кто такие курды? Курды – это не автохтонное население России. Курды исторически проживали и проживают на территории Северной Месопотамии. Адыги. Есть такая уверенная рука Бордова. Хорошо, спасибо. Знаем. Хорошо. Курды. Да, уже знаем. Или те, кто раньше знал, человек 15-20 среди вас есть. Хорошо, спасибо. Меня зовут Ульяна. Я считаю, то, что Родина, для меня это семья, это мои друзья, то, что куда можно прийти, приехать, где тебя встретят с улыбкой, с добротой и с крепкими объятиями. Спасибо, молодец. Поаплодируем. Здравствуйте, меня зовут Карина. Я считаю, что Родина — это там, где ты родился, это твой дом, там тебя всегда поддержат. Родина — это конкретно населенный пункт, там, допустим, деревня, где тебе спокойно, где у тебя все друзья, вся семья. Вот. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Таисия. Я считаю, что Родина — это место силы, где ты напитываешься энергией, ты получаешь какую-то отдачу и чувствуешь родное тепло. Спасибо. Я Лера. Да. Что значит защищать Родину? Вот для меня это, допустим, для меня Родина — это мой город, Уфа, мой район. И для меня защищать Родину — это, то есть, защищать ее честь. Меня зовут Виктория. Я считаю, что защищать Родину, я согласна, как и облагораживание, но также и наши солдаты, воины, которые встают на защиту своей Родины, сражаться за свою Родину. Я также согласна со всем, а также еще с тем, что насчет воевать, это также воевать за своих предков, дедов, прадедов. То есть этот момент мы тоже не должны упускать. И также, смотря на наше новое поколение, это очень хорошо, то, что поднимаются такие темы. Мы уже поняли, что курды появились в России в результате каких-то исторических событий. Во многом они были связаны с войнами. Россия воевала с Османской империей, Россия воевала с Персидской империей. До сих пор среди курдов нельзя гасить огонь водой. Это считается осквернением. Огонь можно гасить только с землей. Женский костюм в теплых и жарких регионах Курдистана состоит из следующих элементов. На голову надевают платок, либо фино, шапочку, расшитую монетами. Пожалуйста, идемте. Какие разновидности курдских жилеток бывают? Их 3, пожалуйста. Мужские? Да. С длинным рукавом. С длинным рукавом. Укороченным. И совсем коротким. И без рукав. Шаг вперед, да, правильно. Совет при президенте по Межнациональным отношениям. Вы победили. Говяд повествует исторические сюжеты былин о сражениях и отважных героях, воспевает силу любви и красоту традиций, раскрывает духовность и национальные ценности народа. А как проходят курдские свадьбы? Правильно, неправильно. Потом скажу почему. Неправильно, правильно, неправильно, правильно. Скажите, как вы думаете, вот есть национальный инструмент наподобие барабана, по-курдски это дахол. Как вы думаете, для чего вообще его первое предназначение было у барабана? Обозначает начало нападения. Начало нападения или что еще может быть? Так, шаг вперед. Первоначальное предназначение вот этого дахола — это предупредить о какой-то опасности. Нет, носит платок, девушка носит платок. Это говорит о чем? Нет, еще не замужем. А? Так, она уже обручена. Да, давайте вы обе шаг вперед, да. То есть почти жена. Она обручена. Да, аплодируем нашим победителям и вы присаживаетесь. Что бросают и в каком количестве на голову невесте? 3 яблока. 3 яблока, шаг вперед. Правильно. Если вдруг произойдет так, что жених и невеста разойдутся, разведутся, как вы думаете, на чем повезут невесту обратно? На лошади не повезут. Кто сказал на осле? На осле, да, правильно. Наградите ее. Какого злака является Курдистан? Я перечислю 4, а вы мне скажете, какой из них один. Этот злак был одомашнен именно в Курдистане, в Северной Месопотамии.
и потом распространился везде. Конечно, пшеница, самая древняя пшеница была обнаружена именно на территории Курдистана, да, в Северной Месопотамии. Все, спасибо. Поэтому пусть все у вас в жизни складывается. Проблемы в жизни, они всегда будут. Не нужно их бояться. Если мы решаем проблемы, мы становимся сильнее. Благодарим всех участников Спасибо. вашей команды за то, что вы нашли время, пришли к нам и многое-многое нам рассказали. Спасибо. Успехов, мира, благополучия.